Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Шлем, VR, квадрокоптеры и многое другое в сельской школе полностью модернизировали материально-техническую базу. Идея выходит за пределы спорта. Итальянец установил рекорд на полюсе холода в Аймеконском районе и заодно снял фильм о Якутии. Старые тетради, журналы и газеты ушли на переработку. В Покровске провели двухдневный сбор макулатуры. Завершается перевозка грузов в пункты рек Арктического побережья. В целом по Ленскому объединенному речному пароходству отправлено более 1 миллиона 200 тысяч тонн грузов, в том числе более 400 тысяч тонн нефтеналива и порядка 800 тысяч тонн сухогрузов. Доставлены 18 тысяч тонн каменного угля для получателей пунктов реки Индигирки. На Яну отгружено нефтекотельное топливо. Флот завершает перевозку светлых нефтепродуктов до Нижнеянска и получателей реки Яны. Продолжается доставка каменного угля и генеральных грузов. Глава Республики Айсен Николаев во время рабочей поездки в Москву провел ряд рабочих встреч, в том числе с первым президентом республики Михаилом Николаевым. Важной темой беседы стала подготовка к столетию образования якутской автономии. Стороны обсудили организацию работы с одаренными детьми и развитие системы здравоохранения. Также глава региона встретился с народными избранниками, депутатами Госдумы 8-го созыва Сарданой Авксентьевой, Юрием Григорьевым и Федотом Тумусовым. Обсудили планы совместной работы во благо развития Якутии и улучшения качества жизни якутян. Выборы закончились, а жизнь продолжается, отметил Айсен Николаев в соцсетях. Забайкальский край и Якутия являются крупнейшими два региона на территории Российской Федерации. Они, кстати, граничат. Много очень схожих проблематики. Оба являются территориями, на которых на 90% находятся в зоне вечной мерзлоты. Я, кстати, хочу отметить, что являюсь один из авторов законопроектов о защите вечной мерзлоты на территории Республики Саха-Якутия. Есть тот огромный комплекс проблем, которые являются по недрам, как взаимоотношения населения с недропользователями. Ну и, соответственно, вся инфраструктура – это такие же дороги. Соглашение о сотрудничестве и обмене опытом подписали накануне Министерство здравоохранения Республики и Федеральное медико-биологическое агентство. На протяжении месяца специалисты агентства работали в Якутии. Врачи развернули свою деятельность в красных зонах больниц в Мирном и в столице республики. Помогали якутским врачам и обменивались опытом. Второй отряд 2 недели обследовал волонтеров, принимавших участие в тушении лесных пожаров, а также жителей села Беськёль, пострадавшего от огня. От имени главы республики Айсена Николаева и от себя лично благодарности сводному отряду ФМБА вручил первый зампред правительства Якутии Дмитрий Берников. Были проведены серьезные профилактические мероприятия, связанные с приемом граждан и определением влияния длительного воздействия дыма на человека, потому что очень много волонтеров во время продолжительных лесных пожаров наших жителей республики принимали участие в тушении, находились в зоне интенсивного задымления. И вот коллеги из сводного отряда принимали участие и проводили консультации, обследования и выдали свои рекомендации нашим республиканским врачам уже по дальнейшему лечению. Все задачи, которые были поставлены перед отрядом, мы выполнили. По итогам нашей работы вчера было подписано соглашение с Министерством здравоохранения республики, и это означает то, что наши взаимоотношения не закончены, они продолжаются. Это нас очень радует. В школе села Нюя Ленского района полностью модернизирована материально-техническая база по федеральному проекту «Точка роста». Современное оборудование дает сельским детям доступ к качественному образованию и цифровым технологиям. Анна Кожевникова примерила шлем виртуальной реальности. Планшетный ноутбук, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности. Такое современное оборудование поступило в Нюйскую школу в рамках реализации федерального проекта «Точка роста». Шлем VR укомплектован мощным игровым компьютером. Нюйские школьники уже опробовали космические прогулки. Теперь планируют посетить музей в онлайн-режиме. Также с помощью этого оборудования можно программировать виртуальную реальность. А еще здесь есть квадрокоптеры, предназначенные для помещений и улицы. Самым главным центром является, конечно же, интерактивная доска. Именно в
том, что она нового поколения, не требует, то есть громоздких подключений, именно отдельного проектора не требует для своей работы, не требует компьютера, то есть в ней уже все встроено. Она работает на базе Android и плюс работает как персональный компьютер с достаточно большим количеством функций. Всего по России чуть выше 2000 подобных образовательных учреждений, попавших в проект. 54 из них в республике, в их числе и Нюйская школа. Это позволяет детям из глубинки получать качественное образование и знакомиться с техническими ноу-хау. Цифровое оборудование закуплено для таких предметов, как информатика, физика, химия, ОБЖ, биология. Например, по биологии микроскопы смотришь, по картам все изучаешь. Вот. Мне нравится урок истории. Петр Александрович очень хороший учитель. Биология тоже очень интересный предмет. И еще мне нравится по математике решать разные примеры, уравнения. Нюйская школа не случайно стала участником федерального проекта. Здесь трудятся высококвалифицированные педагоги. Ее ученики всегда отличались достойным уровнем знаний. Из ее стен вышло немало медалистов. Если взять по прошлому году, у нас ОГЭ и ЕГЭ сданы достаточно, ну, скажем так, для школы нормально. То есть у нас не было завалов. Дети, особенно ЕГЭ 11 класс, сдали на хорошие баллы, русский, математику, особенно основные. Так как кроме школы в ней нет никаких центров доп. Образования, во внеурочное время здесь функционируют кружки и спортсекции. По направлениям звуки, музыки, азбука общения у нас вот для малышей. Юные медики, 5-6 класс у нас занимаются. Потом у нас есть кружок инфознайка. Там вот ребята занимаются на компьютере, да. Ну, в точке роста вот. Всего в Нюйской школе сегодня обучается 100 учеников, классы от 10 до 13 человек. Самый маленький – 11, 3 учащихся, а 10-го нет вовсе. В таких малокомплектных классах грех не учиться. Если не на отлично, то хотя бы на отметку хорошо. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Якутск приехал тренер сборной России по скалолазанию Игорь Гусак для того, чтобы дать мастер-класс для детей. Мероприятие направлено на развитие силовой выносливости и получение новых знаний. Отметим, что ежегодно в республику приглашают гостей для развития спорта. Приезд Гусака должен был состояться в прошлом году, но из-за пандемии его перенесли. Накануне прошла тренировка для детей, которые посещают секцию скалолазания во второй школе. В планах спортсмена побывать в еще нескольких образовательных учреждениях и не только. У нас была встреча с руководством Министерства спорта, там обсуждали вопросы строительства большого скалогонного центра. То есть это вот довольно-таки важный аспект тоже работы. И будут еще последующие мастер-классы на других школах, вот в Арктической школе. Будет лекционная часть, посвященная Олимпиаде в Токио 2020. Я ездил представителем с командой. То есть такая теоретическая, можно сказать, сторона. Выйти за пределы спорта. В столице региона состоялся премьерный показ фильма итальянского ультрамарафонца Паоло Вентурини. Подробнее о фильме и премьере в материале Валерии Наумовой. В феврале 2019 года Паоло пробежал 39 километров при минус 52 градусов на полюсе холода в Аймиконском улусе, при этом установив мировой рекорд. К слову говоря, в Якутию он приезжал дважды: летом 2018 года для изучения маршрута и подготовки, и в 2019 году, собственно, чтобы пробежать марафон. В обоих случаях его сопровождала съемочная группа, которая сняла фильм «Monster Frozen». Документальный фильм о забеге в Якутии длится 57 минут. В нем рассказывается о 1,5 годах подготовки к марафону в самом холодном месте мира, а также о самом установлении рекорда. Я люблю природу, и моя цель — искать то, что природа хочет мне сказать. Например, я могу лучше узнать себя, когда испытываю возможности своего организма. Таким образом, создавая этот фильм, я изучал себя, свое тело, и при этом наблюдал красоту природы Якутии. Идея выходит за пределы спорта. Документальная картина в целом о Якутии, о людях, традициях, культуре. Но нынешний приезд Паоло и премьера картины несет в себе не только культурную цель, но и работу на перспективу. Для продвижения региона в мире он делает очень много, он очень много помогает. Специально для этого он привез с собой директора туристической компании «Евразийские путешествия» Пьетро Ди Фебо, который встретится с нашими предпринимателями, туристическими компаниями, на форуме предпринимателей примет участие.
И мы надеемся, что развернется очень хорошее сотрудничество между Италией и Якутией. Они из региона Венето, а столица этого региона – Венеция, которую мы все знаем. Так что очень надеемся, что фильм поспособствует продвижению спорта, любителей бега и развитию туризма в двух странах. Пауло не ограничивается бегом, старается показать культуру, традиции народов стран, где он участвует в соревнованиях или проводит одиночные забеги. Фильм в скором будущем можно будет посмотреть в интернете и понять, что человек не знает предела своих способностей и, обладая подготовкой и мотивацией, может делать вещи, выходящие за границы принятого и описанного. Валерия Наумова, Георгий Георгиев, Якутск. Двухдневный сбор макулатуры провели в Покровске. От населения и организаций принимали бумагу, газеты, тетради, книги, журналы и другое. Макулатуру организаторы сбора дальше передают в пункт приема картона и полиэтиленовой пленки в Якутске. И уже оттуда она отправится на переработку в города Иркутск или Новосибирск. Наибольшую активность в сдаче макулатуры проявили образовательные учреждения Хангаласского района. Несколько школ передали списанные учебники, а учащиеся принесли свои старые тетради. Сбор макулатуры организовала команда-участница кадрового конкурса «Таланты Якутии». Это республиканский кадровый проект для молодых людей, готовых стать новыми лидерами республики. Наша команда, проектная команда, которая называется «Нет отходом», коллективно выбрали реализацию проекта «Нет отходом» на территории Хангаласского улуса. Сегодняшний сбор макулатуры – это один из этапов нашего проекта. По окончании конкурса мы не намерены останавливаться. Мы дальше будем увеличивать собираемую фракцию. Сегодня фракция макулатуры. И в дальнейшем мы будем работать, опять-таки, с компаниями-перекупщиками, которые находятся в городе Якутске, для дальнейшей переработки мусора. В завершении информация о погоде. Снегопад ожидается в северо-восточной части республики сегодня, сообщает Якутское управление гидрометеослужбы. В центральных районах небольшие, местами умеренные осадки, в северо-восточных небольшой, местами умеренный снег, говорится в сообщении. На остальной территории преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют умеренный ветер по нижней линии и на северо-востоке. Порывистые до 9-14 метров в секунду. В арктических районах порывы ветра до 15-19 метров в секунду. В городе Якутске сегодня преимущественно без осадков. Северо-западный ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха +6, +8 градусов. В воскресенье также без осадков. Северо-западный ветер 3 метра в секунду. Ночью -2, -4, днем +6, +8. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.